85 животных содержит у себя пенсионерка из Стерлитамака. Приют необычный, его обитатели – собаки с тяжелой судьбой. И сейчас они на грани уничтожения. Как можно помочь, расскажет Радмир Азнабаев. Попал под машину, и у него началась гангрена. Этого когда-то бродячего пса зовут Грей. Однажды он попал под машину у дорожного кафе. Выжил, но остался без одной лапы. Прохожая женщина оплатила лечение и приютила собаку. Спасательницу зовут Раиса Михайловна. Вот я потом забрала его к себе. Частный приют возводился по камешкам, по крупицам. Сначала один бедолага, затем второй лохматый питомец. Пенсионерка рассказывает, решила ухаживать именно за несчастными. У кого-то лапы нет, у кого-то ребер, кого-то застрелить хотели. Некоторых животных выбрасывали на улицу умирать. Но с Раисой они обрели вторую жизнь. Однажды пенсионерка рассказывает, шла по дороге и увидела повешенного пекинеса. Он еле подавал признаки жизни. Она вытащила его из петли. Четвероногий так и живет у нее. Собаки все с тяжелой судьбой. Одного с петли сняла, подростки вешали. Одного там запинывали, щенка у подростков это брала. А началось все с квартиры, но после 6 приуроченных женщина купила частный дом. Отсюда и стартовала история частного приюта «Дружок». Он расположен в частном секторе на окраине города. На участке в 10 соток находится приют. Около 30 собак живут в хозблоке, а чуть более 50 в доме с Раисой Михайловной. Эту собачку зовут Рада. Она была найдена умирающей на трассе, у нее был пироплазмоз. Если бы не Раиса Михайловна, она бы умерла бы в этот же день. Пенсионерка приютила щеночка и смогла выходить. Теперь она служит ей верой и правдой, как и остальные 84 собаки. Клички хозяйка им придумала сама. Даша, Марта, Томас, Маша, Бим, Берта, Гуляш, Люся, Сема и Макс. Всех по именам их знает и может рассказать целую историю. У каждой собаки свой характер. Есть задиры и хулиганы, есть наоборот, пугливые, как, например, Джек. Но все они признают только одного хозяина – Раису. Джек, Джек, как умеет радоваться. Раисе никто не помогает, хоть и ее фонд зарегистрирован в Министерстве юстиции, и она состоит на налоговом учете. Но от администрации города пенсионерка, как говорит, не получает помощи. Пенсия 11 тысяч, из них 3 тысячи уходит за коммуналку, а на остальные нужно себе еду купить и собак накормить. Бывает, что и сама Раиса ест один хлеб. Собакам ведь не объяснишь, что денег нет. Подключились и зоозащитники. Приют вообще живет на средства пожертвований. В приюте практически нету помощников, потому что всю физическую работу выполняет один человек, это как раз хозяйка приюта Раиса Михайловна. Очень нужна помощь как финансовая, ну и, конечно, руками, потому что вы сами видите, что собак много. Обычно, чтобы прокормить свою большую семью, у Раисы Михайловны в день уходит 2 мешка сухого корма и более 100 литров каши с мясом. Приют Раисы Михайловны больше не принимает животных, однако женщине нужна помощь. Все реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Радмир Азнабаев, Вадим Исламов и Иван Демидов. Новости Стерлитамак.